Победы, 69-я годовщина. Какие эмоции вызывает вот у вас, горожанки, этот праздник, и с каким чувством встречается День Победы? Конечно же, в первую очередь, это чувство гордости за наше Отечество, за то, что мы выиграли и выстояли в этой тяжелейшей победе. Просто обидно, что то, что творится сейчас на Украине и вообще творится за рубежом, как преподносят нашей молодежи, кто принимал этот парад победы, это же был Жуков. И очень обидно, что не все об этом помнят и не все это знают. Конечно, хотелось бы, чтобы наша молодежь помнила всегда. Но это все в первую очередь идет из семьи. Скажите нам, пожалуйста, вы сегодня на парад Победы, молодая семья пришла вместе с детьми. Вот что для вас, для молодой семьи, этот праздник? И вот почему вы решили взять детей сюда? С детства надо приучать к тому, что наши деды, отцы, они воевали за нас. Мы ходим вот так свободно на своей земле. Чтобы они знали это тоже. С детства надо приучать детей. Вот как вы объясняете детям, что вот этот праздник, как вы пытаетесь донести значимость вот этого праздника до своих детей? Ну, пока на доступном для них языке. Что вот деды, вот ветераны проходят, и они нас защищали, чтобы мы сейчас в мире жили. И как хотели, в свободе. Они пока... Ты внук ветерана Великой Отечественной войны. Какие у тебя эмоции вызывает этот парад, этот большой праздник? Восхищение, гордость от своего дедушки. 9 мая для тебя это большой праздник для всей страны. Какие он у тебя эмоции вызывает? Вообще, это мой любимый праздник. Я люблю военную технику. У меня гордость за то, что мы победили немцев. Я воевал на Ленинградском фронте. Там меня ранило 6 месяцев. 6 месяцев в госпитале Казани лечился. А потом на Центральном фронте у меня, давали 6 месяцев отпуска, но Кавказ был оккупирован в этом времени. А я не хотел, что отец и мать по плену, а я буду гулять. Алан Русмович, как представитель руководства Северной Осетии, вот как вы считаете, делается ли в стране или в республике все, чтобы обеспечить достойное проживание нашим ветеранам? Если да, то хорошо, конечно, но если нет, то что предстоит еще сделать? Я думаю, что руководство республики предпринимает все меры для того, чтобы наши ветераны были в достойном внимании. Это в первую очередь, я думаю, что победа, которая достигнута их кровью, их отношением к Отечеству, не должно быть забыто. И младшее поколение сегодня воспитывается на великих примерах, которые не дают нам повода забывать о этих великих подвигах. И живой пример сегодня, их становится все меньше и меньше. Поэтому, на мой взгляд, то внимание, которое должно уделяться не только со стороны руководства, но и со стороны родственников, детей, внуков, наших великих отцов, оно должно именно в воспитательном плане давать нам надежду на то, что такого больше не повторится. Во-первых, праздник не только для Северной Осетии, для всего бывшего Советского Союза, народа нашей страны, который празднует ежегодно вот этот праздник победителей, я так скажу. К сожалению, у нас с каждым годом становится все меньше участников Великой Отечественной войны. Я хочу пожелать тем, которые прошли через этот ад войны, в первую очередь здоровья, благополучия, и чтобы они прожили еще у нас долго-долго хорошую жизнь. День Победы, конечно, считается самым главным праздником для
военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. И, конечно же, это очень приятно смотреть на молодое поколение, которое стремится к защите российского государства, которое не оставляет старые навыки, а также всегда смотрит на старшее поколение и стремится встать в их ряды. Посиди чуть-чуть там. Ну, он не понимает, что ему надо необходимо. Ну, тем более, зачем он силы? А вот есть ли какая-то история военных лет, которую вы вот своим, может, внукам рассказываете чаще всего? Ну, про всю войну я рассказываю там вот. Говорю, что это самая тяжелая война была, самая кровопролитная война была. Но весь народ советский одержал эту победу выдающуюся. Немцы дошли не только до Москвы, Сталинграда, но до Владикавказа. Фактически отсюда их начал гнать до самого Берлина. Сразу остановилась. Нет, она катит, и ты вот здесь катишь. Давай, вместе надо катать. Где-то измазалась, где-то. Сегодня великий праздник по всей стране, в том числе в Владикавказе. Сегодня парад, который по наличию техники только 4 города. Вот 4-й город по количеству техники – это город Владикавказ, город воинской славы. Конечно, можно много говорить, что делается в республике сегодня, в городе Владикавказе для ветеранов. Это и выделение квартир по программе жилища, это и ремонт квартир участников войны, это и социальные программы. Но я думаю, все это, наверное, недостаточно. Это долг нашего младшего поколения сделать гораздо больше для них, все, что возможно, потому что и количество ветеранов, к сожалению, становится с нами меньше. Поэтому в этот великий праздник сегодня тоже будет в их честь вот этот парад. И все те мероприятия, которые сегодня будут и праздничные, и вечером фильм будет «Отец солдата», парке на летней площадке, и социальные программы, и полевая кухня сегодня. То есть много сегодня таких праздничных мероприятий. Мальчишки, а вы знаете, какой сегодня праздник? День Победы. А почему он так называется? Потому что 9 мая победили фашистов. А вот вы знаете, у вас кто-то из дедушек или прадедушек воевал? Ну да, Я видела театр в садике. У нас дедушка есть, его папа воевал на войне и погиб. Для меня это самый счастливый день вообще в жизни, потому что в этот день наша страна подарила всем мир и свободу. Ой, спасибо. А сколько вам лет, когда война закончилась? Ну, мне было примерно 8 лет. Ребенок войны, да, таких? Да, называют? дети войны, я к детям войны отношусь. А вот дети войны, для детей войны, которые видели этот ужас, но не были на фронте, это вот что это вот такая? Вы знаете, все у нас вот как будто это было вчера. Все перед глазами. Все вот эти трудности, тяжести, которые перенесли наши семьи вместе с детьми. Вот. Наверное, у старших, может быть, меньше сохранилось. Вот. А вот у детей, вот, уже моего возраста, все это как вчера. Праздника вас. Благодарю вас, ребята. Да. Другим кому-нибудь. Руку можем вам пожать? Много мне. Куда? Спасибо вам большое. С праздником. С праздником вас. Спасибо большое. Низкий поклон. Спасибо. Чем больше внимания и значения для нас сохранит этот праздник, тем больше и наши дети будут знать, что имело место на самом деле. И я думаю, что нам далеко уходить и рваться вперед
ультрасовременного мира. Нам не нужно этого, у нас своих ценностей достаточно. Когда война закончилась, народ, знаете, ликовал. Кто фуражку бросал, кто оружие бросал, кто... Это вообще победа такой, радость была. Кто плакал, кто радовался, улыбался. А сегодня уже вам, конечно, чистое небо. Вот, над вами. Сегодня вы пришли на парад Победы, посмотрели вот этот парад. Какие эмоции вот после него? И что для вас, для молодого жителя республики, 9 мая, День Победы? 9 мая – это символ победы, символ жизни, это освобождение всего населения земного шара от опасности уничтожения фашизмом. И благодаря нашим старшим ветеранам, которых с каждым днем, к сожалению, все меньше становится, благодаря им мы вот живем, видим друг друга, кушаем вкусную еду в мире, в согласии. Все, что у нас есть, это благодаря нашим ветеранам. Мы поздравляем ветеранов, кто сражался за нашу страну. А что вы хотите пожелать нашим ветеранам, девочки? Счастья. Я желаю, чтобы наши ветераны долго-долго жили, у них было все хорошо, они были счастливы. Праздник этот, он в первую очередь светлый праздник. Мы очистили землю от этой нечисти. И я считаю, что все-таки это день памяти тех, кто не пришел с полей сражений. Я думаю, это самый главный праздник страны, потому что фашизм победили в первую очередь. Я думаю, каждый человек должен прийти и помочь ветеранам. Это долг каждого человека, потому что они избавили нас от фашизма. И что вы в этот день хотите пожелать нашим ветеранам? Еще долгих лет жизни, чтобы мы имели возможность перенимать у них опыт, слушать их добрые напутствия, мирного неба и, конечно же, чтобы они не видели больше никогда повторения тех событий, которым им пришлось пережить. Ветеранов их очень мало осталось, и с каждым годом все меньше и меньше становится. Конечно же, в первую очередь им здоровье. Долгих лет жизни, может быть, это и банально звучит, но в первую очередь здоровье, здоровье, здоровье. И чтобы мы не только 9 мая помнили о них, а чтобы помнили о них каждый день. Вот мы все флаги. Помахай вот так флагом, помахай, давай. Вот молодец.